расцветом города, что является римский период. Это 1, 2, 3 века уже наши эры сказали. Это период, когда Рим, друзья, полностью меняет стиль строительства городов, архитектура меняется. Или же все соцсооружения находятся на главной улице, по которой мы будем идти в этом городе. Когда входите в город, друзья, сначала вас встречает некрополь. Некрополь — это кладбище. Через кладбище проходите. Кладбище носит такой характер. Она говорит всем посетителям: кем бы ты ни был, ты все равно познаешь смерть. Напоминает о второй жизни загробной, говорит, как себя вести при первой жизни в этом городе. Там спросят. Следующее. Прошли через некрополь. Есть сооружение, которое, видите, комплекс частично небольшой. Это баня. Баня, хамам. Вот это? Это баня. Хамам, друзья. Хамам работает по системе Хиппокаус. Что значит система Хиппокаус, хамам в римский период? Когда заходите в баню, первая комната, температура такая же, как на улице. Одинаковая температура. После, следующая комната, она потеплее, еще теплее. Последующая, еще теплее. Самая последняя, самая горячая комната, сауна. Сауна. То есть, зашли, прошли до последней комнаты, до сауны, температура тела поднялась. Когда выходите, что делаете? Температуру тела опускаете. Когда на улицу выходите, последняя комната такая же температура, как на улице. Это учитывается. Друзья, как она обогревается? В самом конце этой бани находится котельня. Когда отапливают, печку отапливают, тепло проходит под полом. Пол находится на высоте 1,5 метра в среднем, на кругленьких таких укругленных кирпичиках, сверху мрамором выложено. Тепло, когда проходит под полом, обогревается. Конечно же, самая горячая, самая первая комната. И так далее. Друзья, тепло выходит через стены. Стены двойные идут. Это очень сложная технология. Двойные стены идут, то есть и пол с обогревом, и стены с обогревом. У вас у кого есть дома такая баня? Нету? У нас тоже нет. Пол, стены с обогревом. Друзья, в стене находятся задвижки. Задвижки находятся. Дымоход, да. Задвижку открыли, набросали дров, температура поднялась. Закрыли, зафиксировали температуру. Если холодно стало, открыли. Когда тепло работает, температура что делать? Поднимается. Таким методом, что делали? Контролировали температуру. Друзья, это нужно писать так же. Когда вы выходите сегодня в город у себя, душ приняли, возле зеркала время провели, да, посмотрели, потому что когда вы зайдете в городе, что делаете? Себя показываете. Это важное место, об этом будем говорить. Филиал от храма Артемиды находится здесь. Рядом с этим, как его, Сенатом. Потому что куреты, они одни из самых хороших экономистов в мире. Или же то, что вы пользуетесь банковской системой, она поставлена эфесцами. Банк. То есть агору, которую мы видим, вон они, сооружения, которые видим. Друзья, это магазины. Магазины, пешеходная дорога. Здесь магазины. Магазины состоят из 2 комнат. Как пекарню нужно представить. В задней комнате пекут, в передней комнате продают. Как продают? Вы подходите к магазину. Здесь такая лавочка, перекладина. Вам что понравилось? Показали, вам положили на банк. Вы денежку, что делаете? На банк положили, через банк оплачиваете. Вы же все работаете через банк, правильно ведь? Да. Белую. Банк откуда идет?
через бак идет. Официально белую. Но банковская система работы храма Артемиды еще что сделала? Когда все будут ставить. Нельзя. Статуэтка Артемида Ефесская. Артемида. То есть после слияния Запада и Востока, или же у греков были свои боги, у амазонок свое. Что сделали? Раз так как мы вместе живем, что сделаем? Тогда давайте объединим также богов. Объединив, слиявшись, зарождается богиня Артемида Ефесская. Тоже что? Женщина с излишками выражена или с символами плодородия. Да? Изображена богиня Артемида. Эта статуэточка найдена здесь, в храме. Это улица Куретов. Рублевка. Здесь такое углубление. Колонна одета. 2 кольца, видите? Ага. Здесь также 2 кольца. Блокпост. Эфес самым освященным городом был. Освящение. Или же, что делали? Вечером закрывали, чтобы колесницы не ездили. Блокпост. То есть, что сделали? На колеснице заехали, ограбили банк, загрузили. Не было. Пешком далеко не убежишь. Что для этого? Теперь, друзья, сооружение вот это вот длинное, по которому вы идете, это больница. Что? С этой стороны. Вот да? это вот длинная вот эта стена, которую видите. Больница. Здесь вход, на входе пишет: смерть через эти двери не войдет. Это о чем говорит? Что очень хорошо, что делали? Лечили. Да. Здесь все хорошо лечили. Но, друзья, эту надпись не так просто поставить. Здесь нужно обратить внимание на то, что лечили психологию. Что делали? Психологически больных лечили. На высшем уровне. А тяжело больных что делали? Не брали. Тяжело больных куда отправляли? В Гиерополис. По Муккале отправляли. Не домой. По Муккале. Смотрите. Здесь брали, бросали в бассейн со змеями. Представьте, что вас бросили. У вас какое? С настоящими змеями. У вас шок, ужас, вау. Мы живем сейчас. Потом вас что делают? Достают и проводят по этому коридору. За руку, за ноги держат, кто-то на ушко наговаривает вам. У вас все хорошо, ты нормальный, ты излечился там и так далее. И когда проносят лицом вверх, через каждое определенное расстояние попадает свет. То есть сегодня как 25-й кадр. 25. То есть светло-темно, светло-темно. То есть вы путаетесь. День, ночь там, где я нахожусь. Итак, в шоковом положении. Правильно? Повернуть налево. Налево. Наверху. Этот. Смотрите, главная дорога для повозок, товар завозить, вывозить и так далее. Следующая. Пешеходная дорога. Вот она. Да? Пешеходная дорога. Друзья, здесь это археологи что сделали? Приостановили, чтобы не осыпалось. Здесь находятся магазины. На этой стороне также пешеходная дорога. На ней магазин находится. Друзья, этот город
что находился под наносами оливьонок Скаила. Вот они, видите, наверху. И вот что сделали, слева справа. Только центральную улицу раскопали пока. То есть только одна улица раскопана. Вот, где мы идем. Вот это вот. Следующее. Когда заходите, проходите через город, есть такие монументы. Подставочки, где описывается, кто находится. Эта статуэтка, друзья, сделана из мрамора. На статуэточках в основном такие рук нету, или же головы нету. Да? Теперь правители могут меняться и так далее. Статуэточки что дорого обходится делать. Что делали? Позу рук меняли. Руки меняли, или же голову убрали, поставили новую голову, уменьшили. Ну и, конечно же, вы ознакомливаетесь с этим. Ну, там легче сотрили, стерли, ладно написали. Проходя, ознакомились. Бетон, видите, части чуть-чуть отреставрировано, неправильно, но огромное такое сооружение. Вот здесь вот, где вода вливается, да, вода вливается, там правая нога находится, осталась, да, то есть большой памятник, скульптура находилась. Он где-то сколько метров был? Вот по ноге можно будет 6 метров. не, метра 3 максимум. Это что было? Фонтан. Человек был, человек стоял. Адриан, император. Вода, облицовка из мрамора сделана. Вот они, стены, видите, из мрамора. Пол, мрамор. Дальше. Вода отсюда что делалось? Сюда переливалась. И отсюда вот на канал. Что делали? Углубление есть. Что делали? Собирали воду. Набирали воду. Теперь, когда после лошадей что остается? Грязь остается. Правильно? Или же вода, когда стоит, мох нарастает зеленый. Правильно ведь? Что сделали? Вот они, колбочки, видите? Вот они, вон они. Открыли колбочку, воду куда сливают? На улицу. Поливают, чистят. Почистили. Вода куда уходит грязная? Вниз, в канализацию. Сейчас увидите, канализация есть. Так. Потом помыли, закрыли. То, что мы видим, жилые дома, это небоскребы античного периода. Да. И это не просто небоскреб, а эти дома обогревом идут. Пол, стены. То есть снизу обогрев. То, что закрытая часть, видите, точно так же дома полностью находятся. Все это жилые дома. Теперь откуда, как выглядели улицы? Вы такую же мозаику видели где? В этом храме. Только в храме Софии что сделано? Она еще тоньше, еще нежнее, еще богаче или же еще поздний период. Мозаика выложена, сердечко находится, да? Или же симметричная такая мозаика. Оригинал, да? Оригинал. Это тоже дома. Скорее всего, это баня. А это комплекс бани небольшой. Теперь дома. Дома, стены тоже гипс можно увидеть. Видите? Охотничьи символы и так далее, и так далее. Друг на дружке находятся. И вот так вот идет. Следующее.
друзья, теперь также кого видите? Еще одна женщина. Честно, как-то не похоже? Нет, похоже. Богиня, друзья, подземного царства. Горгона. Открытыми руками. Это одинаково чуть-чуть сделано, по-разному. На волосах можно увидеть вьющиеся волоса со змеями, да. Вот они, змеи, можно увидеть на обоих. И тут за Горгона. Да, теперь здесь еще храм, друзья, или же внимательно, если посмотрите, легенду основания Эфеса. Вот там вот описывается. С амазонками, которые. Туалет. Вау! Вау. Классно! Друзья, как работает туалет? Вы пришли, но перед тем, как вы придете, вы что делаете? Сначала отправляете раба, мрамор, камень холодный. Как вы будете сидеть? Он должен нагреть. Отправили, он согрел, вы пришли, вам уступил место. Камень горячий. Тело, температура какая? Тело человека. То есть вы сели, ничего не почувствовали. А снизу вода, да, текла? Теперь, друзья, слушаем внимательно. Сели, внизу постоянно течет вода. То, что вы делаете, эта вода забирает, уносит за территорию города. Канализация. Здесь арычок, течет чистая вода. Есть кисточка, что сделали? Помочили, почистились, тарят сделали, поставили и пошли. Теперь, друзья, смотрите, здесь находится бассейн. Бассейн, когда сидите, вода течет и так далее, приятная такая обстановка. В туалете, когда вы занимаетесь одной из приятных миссий, сидите, что делаете? Общаетесь. Правильно? Откуда пришел? Что продаешь? Спасибо, у меня все хорошо. Когда вы общаетесь, город торговым городом является, правильно ведь? Когда вы общаетесь, что делаете? Зарабатываете. И Веспасиан, друзья, уже голоса не осталось. Веспасиан это что говорит? Император. Веспасиан говорит, если зарабатываете, будьте добры, платите. И делает туалеты платными. Сегодня в туалетах что пишет? Веси. Веспасиан. Теперь, конечно же, есть такая история, которая многим из вас знакома. Веспасиан при жизни дает правление империи своему наследнику. Говорит, учись, пока я жив. Через некоторое время, когда собирают бюджет, говорит, давай посмотрим, как ты правишь. В ущерб или не в ущерб, в общем. Когда смотрели, смотрят, денег не хватает в казне. Начали разбираться, оказалось, что его преемник отменил плату за туалеты.
Говорит, почему ты так поступил? Почему отменил? Я же платными сделал, а ты почему брал? Говорит, Веспасиан, мы за это денег брать будем, что ли, еще? От этого... Что говорит? Какашки. Деньги не будем брать? Весель убрал. И Веспасиан дает монету, что говорит, деньги не пахнут. Отсюда идет фраза, деньги не пахнут. Выражение. Место, где я вас привел, это жилые комплекс, где работали люди. Дом любви. Теперь следующее. Напротив находится библиотека Цельсия. Друзья, библиотека Цельсия, которую мы видим, она сделана двумя стенами, как термос нужно представить. Или же это библиотека, третья в мире библиотека по количеству этих, как его, экземпляров книг. Пергамент. Свыше 200 тысяч экземпляров находилось в этой библиотеке. О папирусе будем говорить, друзья. Будем говорить, на обратном пути проведете фотосессию, хорошо? Пойдемте по Рублевке. Друзья, что видите? Женщина, которая правит мужчиной. Там два пальца больше большого. Какая нога? Левая нога. Это первая в истории реклама, друзья. Что рекламирует? Что мы видим? Левая нога. Лево, правильно? Говорит, нужно идти. Налево нужно идти. Третий палец, он длинный сделан, да? Он так длинный, то есть третье здание. Слева. Здесь сердечко, видите? Сердечко, вот она. Девушка. Дорогу туда указывает. Да, вот как раз. Сколько стоит? Вот здесь вот, видите, где вода? Монету набрали, столько стоит. Можно и оплачивать кредитными карточками. Друзья, кредитная карточка, 2000 лет работает система. Вы что думаете? Система, да? Что? Кредитная карточка. Вот она. Что делают? Сегодня, когда посещаете город, в основном деньги оставляете где? Уехали в сейфе. Дальше где оставляли? На корабле оставляли. Деньги? Нет, там деньги. Из-за этого дают что? Кредит. Мраморная дощечка такая, делает зарубки. Когда возвращаетесь на корабль, там что делаете? Оплачиваете. Деньги отдаете. Кредит. Рубль какой? Деревянный. Зарубки делали. В России что использовали? Дерево много. Парламент, да. Друзья, парламент. Сегодня у нас сколько депутатов?
600, да? А у нас 120. Теперь здесь, друзья, одеоны, парламенты, они чуть-чуть похожи на театры, правильно? Театр, когда вы видите, он также длительные места сейчас находятся и так далее. Разница в том, что одеоны, эти сооружения закрыты с крышей. Еще крыша была. Лицевая часть. Смотрите. Так, Эджеляр, Алла, очень внимательно, здесь не споткнитесь. Подгони смотрите, да. Там за нами же группа не идет никто. Ладно, здесь при входе расскажу. Только на крайне становитесь. Вот так вот. Это имею в виду. Друзья, ходить можете вот так вот, но только очень осторожно. Здесь, смотрите, споткнетесь, полетите. Друзья, теперь смотрите, давайте я расскажу вам, хорошо, историю, а потом вы пофотографируетесь и свободное время дам, маршруты покажу и так далее. Теперь смотрите, это театр. Амфи мы называем сооружения, которые полностью круглые. Полукруглые сооружения называем просто театры. Коллизион. Человек был в коллизионе, например, да? Теперь это просто театр. Просто театр. Друзья, театр, история театров начинается аж в 5-6 века до нашей эры. Или же это храмы, которые посвящены богу Дионису. Бог Дионис является богом развлечения, богом виноделия. Уличные фестивали, которые проходили в честь бога Диониса, они проходили в начале сезона, когда садили урожай, в конце сезона, когда собирали. Устраивали янки, разные представления устраивали. Или же, так как в честь бога Диониса идет представление, пользуется большой популярностью. Очень много людей собирается. Сзади стоящим что? Не видно, что там впереди происходит. В связи с этим, что делали? На возвышенности выбивали несколько зрительных мест, в зависимости от населения города. 10-15 рядов. То есть зрители, когда садились на эти зрительные места, представления проходили в оркестровой яме, внизу проходили. И помимо представлений зрители наблюдали за панорамой. За панорамой наблюдали. Друзья, возвышенность где находится в основном? На окраине города или же, так как в год всего лишь 2 раза использовать, или же несколько раз, да, предпочитали окраину города. Теперь внизу находятся VIP места, находились. Здесь тоже всего нету. Первые театры такие были. Но римляне всю культуру переняли у греков. Но римляне были очень хорошими учениками. Это ученики, которые превзошли своих учителей. Те же самые сооружения они строили намного больше, намного красивее расписывали. В римский период что делается? Меняется представление также. То есть появляется сцена. Вот эта вот сцена появляется. Появляются маски, появляются костюмы. Оркестр находится в нижней части. Или же последующий период, то есть один период такие представления становятся популярны. Последующие периоды, что делается? Гладиаторские бои. Гладиаторские бои что делают? Если раньше первоначально зрительные места до оркестровой ямы опускались, после было сделано изменение или же возвышенность сделана. Да? Здесь находится под этими колоннами комнатки, откуда выходили гладиаторы, выходили хищные животные, выходили. Да? Здесь проходили такие представления. То есть, чем больше кровопролития, тем зрелищнее представление идет.
Это одно. Следующее. Это же оркестровая яма. Наполнялась водой. Ставились кораблики. Описывались морские сражения. Ну, это кто кого победил. Римляне греков победили, но они всю культуру взяли оттуда. Богов имена изменили. Друзья, кораблики, морские сражения. То есть всегда римляне что делали? Побеждали греков. А больше восторга проводили. Следующее. Друзья, в театрах выступали сатирики. Сатирики говорили на разные темы. Спорили со зрителями, да, или же критиковали как жителей города, так же кого критиковали? Правителей критиковали. То есть, если нравится, аплодировали, не нравится, закидывали и так далее. Спорили со зрителями. Точнее, что хочу сказать. Если в первых театрах представления в честь бога Диониса, артисты, которые ставили это представление, они имели божественный статус в обществе, то этого божественного статуса, уважения в римский период нет у артистов. Они имеют очень низкий статус. С вами поспорит, поругает, оскорбит и так далее. Выступ небольшой или же обрамление находится. То есть все они куда смотрят? В согнутом виде сюда. Акустика. Звон монеты слышен и так далее. На самом деле его не слышно, но это говорит о том, что здесь очень хорошие представления были. Или же баня греется на одной свечке. На одной свечке не будет греться, это говорит о том, что в бане все хорошо настолько. И так далее. Так нужно представить. Теперь, друзья, следующее. Хотите, кроме нас никого нету, акустику проверить? Да. Как правильно? Что делали? Правильно послушать, чтобы говорим, слушаем. Говорим, слушаем. То есть аплодисментами постараемся в моем темпе, не торопясь, медленно аплодировать. То есть хлопаем, слушаем, после еще раз хлопаем. Медленно, чтобы он успел возвратиться. Мы вот так вот стоим. Хорошо? Готовы? Раз, два. Спасибо за аплодисменты. Делись руки. Молодцы. Теперь, друзья, дети, внимательно ходим. Очень внимательно, не бегайте. Что мне потом придется скоро вызывать и так далее. Следующее, друзья, смотрите. Сейчас, сколько у нас времени?